Камала началась работа над новым спектаклем. Главный режиссер Фарид Бекчентаев хочет познакомить казанского зрителя с Дон Жуаном Мольера. Каким будет всемирно известный обольститель, одним из первых увидел Дмитрий Пивоваров. Он побывал на репетиции будущего спектакля. Дон Жуан – это в первую очередь не хрестоматийный персонаж, о котором сложились впечатления еще в юности, а наш современник, идущий рядом по жизни. Он вполне узнаваем в поступках и мыслях, а посему и не носит какой-то национальной принадлежности. Все прописано так, что ничего не нужно добавлять. Важно понять, что за кодекс чести у Дон Жуана и эпохи, в которой действует знаменитый Ловелас. Пьеса написана в очень сложный период Мольера самого, в тот момент, когда запретили Тартюф. Его чуть не отлучили от церкви, поэтому здесь идет такой его личный диалог с этой проблемой, с темами веры, греха. Поэтому я думаю, что в этой пьесе сам Мольер выступил в двух ипостасях: и Дон Жуана, и с Гонорелли. В Татарском театре это 7-е появление материала Мольера. Только Тартюф здесь ставился 4 раза. Впрочем, здесь нет ничего сверхъестественного. Игровое начало одинаково присуще театру Мольера и национальному, где особо ценится экшен. Самое главное, надо еще учесть, что это комедия. Комедия, которую очень любит татарский зритель. Ведь татарский зритель, он очень любопытный в том отношении, что он даже в драме, он ищет момент, где посмеяться. И поэтому вот эта смеховая культура, она очень близка, по сути, народному духу. Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя. Вечные диалоги прорабатываются с нуля, и здесь подобие некой теоремы, которую нужно разгадать. И для актеров, и для режиссера это словно экзамен на сопротивление материала. Жизнь такова, что приходится всем нам, будучи простым людям, искусство и не искусство, подлаживаться. Кто-то это делает легко, кому-то это дается очень легко, кто-то всю жизнь так живет, то есть изворачиваясь, а кому-то это дается через некие испытания, не через некое какое-то противостояние. Актуальность материала заставляет Дон Жуана путешествовать из театра в театр. Работа над мольеровским образом началась еще в октябре и теперь подходит к завершению. Премьерный показ состоится 5 февраля. Я думаю, здесь все есть. Также интрига, и сюжет, и игра, и своя философия. Именно игра, легкость положений. Дмитрий Пивоваров, Игорь Безов, телеканал «Эфир».